Кыргызская экономика постепенно переходит к принципам зеленой экономики и устойчивости. В строй вводится все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. На протяжении нескольких лет в регионе ведется сотрудничество по товарообмену электроэнергией. Это позволяет нам накапливать воду для орошения странами нижнего течения в летний период и получать взамен электроэнергию в отопительный сезон. Таким образом, учет взаимных интересов позволяет нам скоординированно преодолевать трудности. В этой связи важно учитывать имеющийся накопленный опыт сотрудничества стран региона в рамках планируемой новой региональной программы Team Europe «Вода, энергетика и изменение климата». Отдельно хотел бы остановиться на транзитном потенциале Центральной Азии. Кыргызстан, как страна, не имеющая выхода к морю, на сегодняшний день продолжает модернизацию важных транспортных артерий страны. Намечен крупный проект в области железнодорожного транспорта с участием соседних стран, строительство железнодорожной магистрали Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Мы заинтересованы в реализации в Кыргызстане и других крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере. Это в значительной степени будет способствовать развитию как межрегионального торгово-экономического сотрудничества, так и внутри региона Центральной Азии. С оптимизмом ожидаем итоги исследования со стороны Европейского банка реконструкции и развития устойчивых транспортных соединений между Европой и Центральной Азией. Планомерно продвигаемся в вопросах цифровизации. С Европейским Союзом на протяжении нескольких лет мы ведем эффективные проекты в данной области и готовы их продолжать. Это, в свою очередь, помогает нашим беспрецедентным мерам по борьбе с коррупцией на всех уровнях, что вкупе с экономическими реформами имеет благоприятный эффект для роста интеллектуальной активности и создания здоровой деловой среды в Кыргызстане.